Сосногорцев, пожелавших написать тотальный диктант в этом году, оказалось столько же, как и букв в русском алфавите. Пришли с одной целью – проверить свои знания родного языка. Мне кажется, сложновато будет. Особенно, мне кажется, в ошибках препинания получится. Так что вот тут уже немножко забывается. Короткий инструктаж, чтение текста в авторском исполнении и лишь затем написание под диктовку. В этом году автором текста стал писатель Леонид Юзефович. Из 3 частей сосногорцы писали ту, что посвящена Улан-Удэ. Зачитала ее учитель 2-й сосногорской школы Надежда Якушина. Сама говорит, с текстом вполне можно справиться без ошибок. Впрочем, главное, эксперт-филолог видит не в результате. Вот участие в тотальном диктанте, я думаю, не важно, какая будет оценка. Важно, что мы сейчас проявляем дух единства. Мы пишем диктант на родном нам языке. И слово «родной язык» перестает быть просто звуком. Родной. Это до конца нашей жизни. И это нас отличает от других народов. И это проявление нашего патриотизма. Мы едины, и объединяет нас наш великий, могучий русский язык. И действительно, тотальный диктант писали сотни тысяч человек сразу в нескольких странах мира. Писали его даже авиапассажиры, которые находились в воздухе. А работы, которые написали сосногорцы, будут проверены учителями высшей категории. Результаты можно будет узнать после 12 апреля на сайте тотального диктанта или в районном управлении образования. У православных христиан началась Страстная неделя, предшествующая одному из главных праздников – Пасхе. Пост нам и дается, чтобы мы думали о душе, а не о удовольствиях. Поэтому все, что нам мешает, всякие развлечения, концерты, общение, ненужные, пустословные, многословные, злословные, потому что во время бесед мы часто кого-то осуждаем, обсуждаем, мы должны избежать этого и подумать о состоянии своей души бедной, которая предстанет на страшный суд Божий и даст ответ за все свои дела. А если мы не подумаем, не подготовимся, то что мы скажем Господу? О чем мы будем с Богом говорить? Страстная неделя – время самого строгого поста, приуроченного к памяти о последних днях земной жизни, страданиях и распятии Иисуса Христа. И страсти Господни – это не только страдания телесные, которые Он претерпел на кресте, но это страдания духовные тоже. Ведь Он ради своих чад, ради своего создания пришел на землю, и дети Его, создание Его, творение Его, те руки, которые Он создавал, они Его распинали, те уста, которые Он создал, плевали в Него, оскорбляли Его и требовали распятия Его. Поэтому для Бога это было, конечно, очень страшно претерпеть. И страдания Господни, они несоизмеримы с теми страданиями, которые мы претерпеваем здесь на земле. Каждый день Страстной недели в православном календаре считается великим. Среди них выделяются Великая Среда, когда христиане вспоминают о предательстве Иуды Искариота, также Великая Пятница, когда Иисус был предан суду и распят на кресте. В субботу в Иерусалиме сходит благодатный огонь, а затем наступает Воскресение Христово. В минувшие выходные в УСК «Метеор» прошел 2-й тур открытого первенства спортивной школы по футболу «Коми» среди юношей нескольких возрастных категорий. Победителем в младшей возрастной группе стала команда «Фортуна-А» из Сыктывкара. 2-е место за командой Эжвинской спортшколы номер 6. 3-е место за Сосногорским союзом. Лучшим защитником признали игрока этой же команды Дениса Кузнецова. По прогнозам республиканских синоптиков, на текущей неделе температурный фон ожидается неустойчивым. В ночные часы еще холодно, а вот днем воздух будет прогреваться от 4 до 9 градусов. В середине недели на юге республики ожидается до плюс 15. А в Сосногорске во вторник будет облачно. Ночью минус 6, днем воздух прогреется до 5 градусов тепла. Ветер южный 3 метра в секунду.